Телевышка «Восточная жемчужина» – это здание знают даже те, кто не был в Шанхае. Форма этой телевышки как будто из научно-фантастического фильма. В 90-е здание стало центральным местом и до сих пор остается визитной карточкой и иконой Шанхая. Мы внутри здания. Здесь располагается городской музей развития Шанхая, также много кафе, ресторанов. А сейчас мы поднимаемся на смотровую площадку и увидим круговую панораму Шанхая. В здании телевышки 3 смотровых площадки. Мы сейчас находимся на одном из уровней, на 259 метров. И самое примечательное, здесь стеклянный пол, и такое впечатление создается, что ты просто паришь и где-то находишься на каком-то уровне неба, вид на Шанхай, реку Хуанху, ощущения непередаваемые, просто потрясающе. Накима, я знаю, что ты уже была в нескольких городах Китая, много видела, но Шанхай, чем он впечатляет, чем удивляет? Он отличается от других городов? Он очень огромный, он большой. С первой секунды, как только мы прилетели, ощущение, что это что-то супер, не знаю, технологичное, такое, не знаю, масштабное. X10, наверное, то, что я видела. Мне нравится. Ну да, это такой микс Европы, Востока, все такое. Намешано, очень много ощущений. И, кстати, кухня здесь как будто бы пообширней, поинтересней, больше выбора, всего больше. Поэтому Шанхай такой огромный город, мне нравится. А есть какие-то еще ожидания, что ты хочешь увидеть, но и ожидания от самого главного события автовыставки в Шанхае 2025? Ну, я, наверное, очень жду гала-ужин и саму автопрезентацию. Очень интересно будет посмотреть, чем живет сегодня китайский автопром. Да, на самом деле вообще очень классно. Еще вот этот вот ветер, он все равно, внизу мы были, этого ветра нет. Здесь наверху ветер придает. Плюс все равно, как вы ни говорили, ой, я не боюсь, нормально. Все равно вот этот страх, он присутствует, что вот-вот сейчас оно встретит. У меня тоже страх. Шанхай Тауэр – самое высокое здание в Китае и на втором месте по высоте в мире, потому что на первом все еще Бурдж-Халифа. Здание примерно 632 метра. Мы сейчас поднимемся и посмотрим, что там внутри. Но хочу обратить внимание, что оно сделано в такой спиралевидной форме. Это не просто эстетика, это функциональный дизайн, чтобы было больше сопротивления ветру, потому что для Шанхая это очень важно. Здесь такая своеобразная галерея. Собрали коллекцию самых известных и самых высоких зданий в мире и разных годов постройки. Очень интересно узнать, и небольшая историческая информация тоже есть. И, конечно, обозначен Шанхай Тауэр. У здания Шанхай Тауэр двойной фасад, эффект термоса, стекло в стекле, и между ними есть расстояние для воздуха и для хорошей терморегуляции. Но также здесь, сейчас мы поднимемся на лифте на 118 этаж, на самом высокоскоростном лифте в мире. Он разгоняется за 20,5 метров в секунду, и за 55 секунд мы поднимемся на самую высокую точку. И вот отсюда виден на самой высокой смотровой площадке изгиб реки Хуанху. Там, на той стороне, набережная Вайтань с историческим Шанхаем, а здесь, на другом берегу, в Пудуне, стекло, бетон и высокие амбиции.
Так, спросим у Марка, что он видит. Марк, что там? Много чего интересного. Что вас интересует? А что интересно, что тебя цепляет больше всего здесь, в Шанхае? На самом деле это уже не первая моя выставка в Китае. И по прошлому опыту могу сказать, что здесь все самое лучшее. Все бренды мира. И поэтому как можно пропустить такое шоу? И как раз вот про шоу. Что ты ожидаешь на выставке завтра? В первую очередь, конечно же, актуальные модели, которые интересуют наш рынок, во-первых. Во-вторых, это мировые презентации, в том числе, конечно же, премиальные немецкие бренды. Ну и интересно было бы посмотреть на какие-нибудь тюнинг-исполнения. То есть это кастомизированные такие проекты. Это всегда интересно, а китайцы любят вот, в принципе, выделяться, скажем так. Поэтому вот эти три фактора. А какие тренды будут, на твой взгляд, актуальны именно для Казахстана на авторынке? Ну, тренд, в принципе, как бы задает рынок, а рынок просит это кроссоверы на полном приводе, надежные и с доступной ценой. Ты сейчас о Джетуре? Разумеется. Ощущение, как будто я на самом высоком здании мира. И на самом деле это самая высокая точка, на которой я в жизни был. Потому что я видел, конечно, Бурдж-Халифу, но никогда не был на высоте. Ощущения классные. Особенно, знаете, осознаешь, что? Насколько все-таки наша Астана, там, говорят же, за 30 лет построили Астану. Ну вот, посмотрите, китайцы что отстроили. Это просто взрыв мозга. И это только один город, у них таких городов много. Поэтому надо нам всем работать много. Я ожидаю увидеть крутые новинки авто. Вот. Я слышал, что будут даже летающие машины скоро. Вот хочу это все увидеть. Слышал, что будут машины, автомобили беспилотные, без водителей. Вот тоже хочу увидеть, как это будет выглядеть. Мне кажется, это будущее. Это автовыставка, это будущее автоиндустрии в целом. Здесь, в Шанхай Тауэр, есть огромный маятник. Он помогает сглаживать колебания здания при ветре и землетрясениях. Также этот маятник стабилизирует здание, и это помогает от укачивания людям, которые находятся на верхних этажах. А сейчас мы идем на шоу и посмотрим этот маятник действия. Меня в этом мире удивили только две, ну пусть будет три вещи. Это то, когда я получил визу в Америку. Для меня это удивление. Это то, когда я купил квартиру. И то, как Джетур меня привез в Шанхай. Вот эти три вещи меня удивили. Посмотрю сейчас, чем сами китайцы хотят нас удивить. Здесь такое классное иллюминационное шоу световое, как раз об истории этого маятника, о самом маятнике. Очень впечатляюще сделано, как будто ты в таком туристичном месте, как будто в космосе. Очень красиво. Впечатления классные. Ощущение, то, что мы в таком необычном месте, строении, которое создал человек. Вот, советую посетить, если будете в Шанхае, и выбирайте погоду и время. Лучше всего вечером. Міне, Шанхайға да жеттік. Шанхай Тауэр бүгін енді серуендеу жоспарындағы ең басты мақсатым болды. Көргеніме қуаныштымын. Бұрыннан арманым бар еді. Сондай бір ниетпен келген едім. Бірақ басты мақсатымыз ертеңгі көрме. Бұрын әрине Женевский автосалон, Нью-Йорк деп жататын еді, Франкфурт, олардың барлығы енді артта. Бүкіл әлемнің назары қазір Қытайда, ал Қытайдың жүрегі Шанхайда болғандықтан ертеңгі күнді асыға күтудемін.
мы приехали на конференцию, которую проводит компания G-Tour. Здесь сегодня собрались представители бренда со всего мира. И сегодня здесь торжественный гала-ужин. Этот вечер проходит идеально. Он просто сказочный. Ночной Шанхай, интересные люди. G-Tour раскрывает свои секреты. Время для хорошего отдыха, расслабления. Поэтому я передаю слово моим партнерам, моей Dream Media команде, которая приехала сюда из Алматы, и они тоже поделятся своими впечатлениями. Гүлденген әлем, достар, әлекеден жаңды сәлем. Вообще, первое, что я хочу сказать, невероятный масштаб. Вот масштаб очень крутой. Очень много гостей из разных стран. Это уже говорит о том, что G-Tour, он выходит... Да, может, он уже и давно вышел на международный уровень. И, честно признаться, я впервые на таком мероприятии. Я помню, как меня приглашали в Астане, и я вижу эти масштабы все лучше и лучше. И искренне хочу признаться и поблагодарить G-Tour Казахстан за такую возможность, за то, что вы предоставили мне возможность побывать тут, увидеть это все своими глазами. И я желаю только процветания G-Tour и вообще G-Tour Казахстан. Ел аман, жұртымыз тыныш болсын. Үлкен рахмет, G-Tour Казахстан алға. Сегодня для нас достаточно серьезное и знаменательное событие. Мы получили группа компании Allure Distribution. G-Tour получила 2 награды. Это большая работа, большой труд, который проделала вся команда дистрибьюции G-Tour. В принципе, это здорово, это большая победа, большие молодцы. Я думаю, мы на этом не остановимся. Высокая оценка нашей команды при таком количестве больших дилеров, которые приехали, дистрибьюции, они приехали со всего мира. И мы достаточно молодая команда, но, несмотря на наш возраст, мы забрали самые главные награды. Я вас поздравляю, новых побед! Ура! Мы сегодня присутствуем на торжественном вечере, посвященном бренду G-Tour. Сегодня был классный день, очень продуктивный. Было много встреч, много информации. Встретились с высшим руководством группы компании Cherry, поделились своим мнением, услышали от них планы на 2025 год до 2030 года. Все будет классно, все будет супер. Выиграли сегодня
классные награды, получили признание за развитие бренда G-Tour в Казахстане, за то, насколько мы сильно привержены культуре бренда G-Tour. Я считаю, что для нас это прекрасное достижение. И также мы сегодня получили награду за то, что мы заняли первое место среди всех китайских автомобильных брендов в Республике Казахстан. Всем здравствуйте, меня зовут Камила, я являюсь маркетинг-директором дистрибьюции G-Tour Казахстан. Сегодня прошел второй день нашего пребывания в городе Шанхай, и сегодня состоялась дистрибьюторская конференция партнеров со всего мира. С этой конференции мы уже забираем 2 награды, и одна из них является наградой группы компании Allure, стала самым лучшим партнером для G-Tour International.